Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы продолжаем выпуск с такой творческой мастерской у Галины Прохоровой. В прошлом выпуске мы сделали интересный, красивое, колье-трансформер. Если вы не посмотрели, обязательно посмотрите наш предыдущий выпуск. Ну а сегодня мы готовы, точнее я готова даже, раскрыться перед всей республикой. Как мы пошутили, перед всей республикой. Будем делать браслет по дате рождения. Да. Если вы так же, как и я, хотите записаться, пойти, сделать, если вы еще не сделали, то я думаю, вам будет очень интересно послушать, как это все происходит. Да? Мы вот готовы, начнем, да? С чего Галина это вот все проходит к вам, записываются, люди, девушки? Иногда онлайн записываются, то есть я всегда спрашиваю, вы в городе, из города Якутска, если вам как бы не сложно, можете подойти. То есть лучше, когда, наверное, человек приходит лично, вживую, Так и будет человеку как бы восприниматься и лучше, и может задать сразу вопрос. Может сразу камни подбирать сама, вот если девушка подбирает под свой размер. Ранее говорили, что есть сороки, они обычно делают с 2, 3, иногда 4-5 подвески, вот такие маленькие, как бы шармики. И тоже это... на встрече это более действенно, наверное, Поэтому я всегда им приглашаю, когда им удобно, например, в обеду или после 6 и так далее. В назначенное время я всегда их жду. И как бы заранее я не знаю их именно дня рождения, и как зовут даже не знаю, просто приглашаю. И потом уже они приходят и как бы при уже собеседовании, уже говорят именно дату рождения, если на кого-то хотят, или обычно делают. Большинство, по-моему, у меня были именно на подарок. Девушки, например, матерям на 8 марта было, сестрам и так далее. И вот такие запишут. Любимому человеку, да. И мужские браслеты, кстати. Мужчины наши очень даже уже начали именно браслеты носить. Вот, начнем? И обычно, как с чего начинается этот процесс. Пишем имя и дату рождения. Так, этому вы конкретно обучались, получается, да? Это обучение уже я каждый курс и так далее. И я систематически сама читаю, сама уже онлайн-курсы смотрю и так далее. Вот так, на ячейке это именно по матрице Пифагора, потому что это именно он разделяет именно на 9 ячеек. И как бы уже смотрим. Здесь, в принципе, не сложно. Сложность именно в том, что надо как-то информацию именно донести до человека. Это самое сложное. Сложная часть. И это ваша именно дата рождения, Здесь мы смотрим, это первая ячейка у нас отвечает именно на силу воли и характер. У вас по силе воли, вы именно как диктатор. Лидер, такой спокойный лидер, не такой агрессивный, но свое мнение вы всегда выскажете. При любом случае. Если вам не нравится, вы скажете, мне не нравится. У вас как бы энергия в избытке, то есть после рабочего дня, вы не можете там идти на фитнес или заниматься хобби, потому что именно у вас энергия уже избытки. Поэтому домой приходите и просто хотите спать, лечь. И вам поэтому рекомендуется всегда именно пополнить свою энергию, если у вас есть хобби любимое, надо этим заниматься. У всех разные. Кто-то кино смотрит, лежит и так далее, свой выходной день. У вас очень творческая, вы творческая личность, у вас творческие руки, вы как творец и первооткрыватель. У вас еще есть мастерство и трудолюбие. Вы можете, например, если вы хотите, и гореть, желание есть, я хочу именно это рисовать до утра, вы будете сидеть и рисовать до окончательного результата. Это тоже очень хорошая черта, потому что у многих людей именно этого не хватает, терпения не хватает. Начинает и на полпути бросают.
а у вас такого нету. И как бы вы тоже очень можете именно заняться вот этим. Ну, ведущие тоже, да, творческие люди, не все же могут быть ведущими, да. Логика именно присутствует, да, с этим у вас проблемы нету. Вы именно в жизни достигаете все сами. У вас как бы звезд с неба не хватает. Своим путем, своим вот таким волевым именно вот силным духом, да, характером именно вы достигаете то, что вы желаете именно. Если вы хотите еще усилить именно удачу и везение, потому что мне всегда говорят, а я именно хочу удачу, да, удачу и везение во всем. Если вы хотите именно вот это к себе как-то притягивать, да, притянуть, то именно надо заниматься благотворительностью, потому что через благотворительность нам Вселенная отправляет именно вот удачу и везение. И это никогда не будет на материальном уровне, это какие-то жизненные аспекты будут. Кто-то именно вам подвернется, если вы хотите открыть там, заниматься бизнесом и так далее, кто-то посоветует, ну, такие удачи. Чувство долга перед родными и близкими на первом месте, и вы как общественный деятель, то есть вы за общество, вы интересуетесь именно, как живет общество, да, именно политикой, историей и так далее. Есть люди, которые вообще, ну, моя хата с краю, такие люди тоже есть. И информацию ловите тоже хорошо, можете прочитать и сразу донести до людей. Обычно вот такие люди, они работают с людьми. То есть профессии и так далее, обычно вот так, если диагонально смотреть, они ячейки заполнены, то они обычно именно работают с обществом. Да? У вас как самооценка завышенная, темперамент теплый, из вас хороший семьянин, да, семейные ценности у вас на первом месте. Вот, а зарабатывание денег у вас именно вот вахтовым методом. То есть стабильно обычно же люди работают с 9 до 6 и стабильно получают, допустим, 30 тысяч. И они как бы, им комфортно это, а у вас не так. Вы все больше делаете, чтобы больше зарабатывать. Это все от вас зависит. Если вы будете просто сидеть 3 месяца, то у вас как бы зарплаты не будет. И как учат, да, нас именно вот всегда нумерологический разбор по матрице по дате рождения, то они всегда советуют любовь и деньги, они в одном браслете именно не должно быть. Ну, как бы противоречит. Надо именно или. Но это тоже от человека зависит. Если девушка, которая влюблена и так далее, то на психосоматическом уровне она выберет такие камни на любовь и так далее. А если вот такой человек целеустремленный, который работает больше и так далее, то обычно эти люди всегда говорят на финансовый поток, самореализация, открыть там свое творчество, открыть свой бизнес и так далее. В первую очередь 99%, да, они всегда выбирают именно денежный, да, финансовый. Как бы финансовый потолок, чтобы еще выше было, самореализоваться, найти себя, именно свое познание. А вот именно такие девушки молодые, они в особенности на любовь. Ну, иногда бывает девушка, которая именно на зачатие хотят. А если на любовь, то это только на любовь. Больше там чего... Ну, можете 2 браслета одевать, одевать. На энергию берем, ну, красная яшма, красные камни, они всегда идут на энергию, ну, чтобы этот улучшить, как бы, ну, как энергичные люди очень любят именно красный цвет. Поэтому красные камни, они всегда так идут. У меня есть, например, сердолик и красная яшма, но я как бы всем рекомендую красную яшму, потому что там значение идет и плюс как бы движение вперед. Поэтому красная яшма. На удачу солнечный камень. Здесь у меня именно сторона вот именно натуральных камней. Они у меня продаются поштучно, да, чтобы человеку тоже удобно было выбирать или покупать. И девушка не сами тоже делают, и поэтому как бы им тоже хорошо было бы купить именно поштучно, а не нитками. Мы вот именно малахит такой на здоровье. Он такой именно ребристый. Есть еще зеленый гранат на здоровье и байкальский нефрит. Они все идут на здоровье. Вот поэтому я человеку, что выбрать, я всегда их целую.
беру по 4 штуки и делаю. И на энергию. Энергия у нас красная яшма. Красная яшма и сердолик. Это у нас для усиления энергии. Да. Она у меня граненая. Делаем. Так, потом у нас третий на удачу. На удачу основной камень это у нас солнечный камень. Он как бы персикового цвета и как бы переливается на солнышке именно. Так, четвертый камень у нас лунный камень. Лунный камень, люкс качества это у нас вот здесь. У них есть, вот видишь, голубоватый именно. Ага, лунный камень, как луна светится. Да. Возьмем вот это. И у нас женский камень можно взять именно берил. Это из 3 силикатов, да. Там морганит есть, аквамарин и гелиодор зеленый. Это тоже на любовь идет. Если на семейное счастье, то обычно берут кунцит, амазонит, либо бирюзу. Есть еще вот агат сакура, это тоже на любителя идет. И самый востребованный это розовый кварц, основной камень на любовь. На любовь не обязательно к мужчине, да, а в первую очередь к себе, к детям, к окружающим. Четырехлиственник это у нас уже идет на удачу. Клевер. Клевер. Так, обязательно будем соединять именно с бейлом. Без этого никак у нас. И между ними можно ставки или без ставок. Подвеску, потому что на любителя тоже. Например, я не люблю подвеску. А есть те люди, которые именно хотят вот где бы с 3, с 4 подвесками. Ставки хочешь ставки? Да. Ага, ставки у нас в эту сторону есть. Можешь посмотреть вот эти. Вот такие ставки есть под серебро. И можно вот такие. Какие выбираешь? Вот эти вот красивые. Красивые, да? Теперь будем уже над дизайном работать. Я сейчас примерный этот сделаю дизайн, а потом ты сама посмотришь, с какой камень тебе не нравится, какой хочешь удалить и так далее. Вот здесь у нас будет подвеска с белым между ними. Так, вот это заберем. Можно вот так сделать, сразу здоровее. Так, на твою руку где-то пойдет 17-18, 17. И между ними вот это ставки сделаем. Вот здесь, например, вот здесь, вот здесь. Как подтянуть. Да? Ну, примерно таким образом. Таким же образом мы соединяем именно с белым. Открываем, нанизываем, закрываем. И это будет у нас как бы закрепляющее. Без этого, если вы будете ставить, без бейла, то она как бы торчать будет. А это как... А тут висеть спокойно, висит, свободно. Висюлька крутая. И вот берем, я тоже использую вот корейскую резиночку, она очень эластичная. И начинаем уже. Возьми. И теперь начинаем именно с той камни, которые больше. Вот поэтому я ранее говорила, что когда я узнала именно свою матрицу, по дате рождения, свое предназначение, я ушла с работы и как бы поменяла свою жизнь на 180 градусов. Я долго не задумывалась, сразу взяла. Просто взяли и сделали. Взяла и ушла, и вот поступила на работу. Там я даже не знала, какие камни, значения, вот вообще что да как делается. Вот, вплоть до инструментов, что такие инструменты вообще суши стоят, я вообще не имела понятия. Поэтому тоже, если человек вот, в потерянном состоянии, не находит себя, например, работает на другой работе, как бы, и на той работе не нравится, но если ты знаешь свое предназначение и вот именно по дате рождения, то можешь смело уйти и открыть свое дело, если у тебя очень много энергии, творчества и так далее. А вообще, браслеты, они же, у них
как бы свои правила, да? Человек вот сам его собирает, он его носит, он как его правильно носить вообще, как часто его можно снимать. Вот многие не дают прикасаться к своим браслетам. Да? Вот Но это вот уже от человека зависит, да, как человек именно воспринимает, да. Некоторые люди думают, что если денежный, вот, например, браслет сделали и будут лежать дома, да, и как бы деньги у них поступят именно с неба. Такого сразу не будет. же. Да, сразу уже выйдут из магазина и как бы поступление пойдет. Но иногда такие случаи бывают, что именно случайно вот именно выиграли, да, в лотерее и так далее. Но особенности как бы человека, ну, у человека психосоматика именно играет. Ну, помощь, энергия вот именно ко мне, она будет именно помощником, да, открывателем и так далее. Но в основном это очень зависит от людей. Если они не верят и носят, то у них никогда, например, не будет удачи, да, не будет самореализации и так далее. А если человек верит, как бы носит как талисман, чистит, заряжает и так далее, то, конечно, браслет будет работать и помогать. Вот, а как правильно заряжают браслеты? Заряжают браслеты именно своим желанием, да, своим, например, ты вот сейчас делаешь и уже как бы заряжаешь. Ты сама себе делаешь, а я не, ну вот твой браслет не делаю, и твое, вот именно твоя энергия, твое состояние тоже передается. Обязательно надо чистить время от времени, потому что они собирают негативную энергию. А как очищать? Очищать, ну, советуют очень солью, морской солью чистой, именно без добавок, либо соли вот кемпиндейскую нашу вот соль. Это как-то вот просто опускать в раствор или как? Нет, просто берете. Прямо натирать? Нет, просто берете вот там посуду, сыпите именно соль, потом браслет ложите и как бы сверху тоже солью. И так на ночь можно, на ночь перед сном так запустили в соль, и утром можно уже носить, взять и зарядить таким образом, что ну, браслет как бы твоим талисманом личным. Но есть люди, которые, да, не хотят, чтобы трогали именно браслет и так далее. Не прикасайтесь. Очень часто слышу, кстати, Да, такое. да, такое есть. Такое есть. А еще Давай. я... Левую руку, через левую руку сердечная чакра именно ближе. Вот смотри, у нас чуть-чуть посвободнее. Ты любишь свободно носить, Да, либо наоборот? Да, чуть посвободнее. Чуть. Так. Это тебе нормально? Нормально. Ага, хорошо. Теперь уже будем нанизывать. Здесь тоже своя техника. Поэтому, если ты смотришь, поэтому иногда у меня с браслетами приходят, и я внутри их задеваю, чтобы она не вышла и не выскочила. Таким образом, ну, долго будет служить. А вообще такие браслеты служат вечно или... Нет. Или их надо если вот в их какой-то предназначение, да, например, момент уже если снять? человек самореализовался, уже нашел себя, то и может потеряться браслет, либо наоборот, может быть, иногда рвется, да, порвался. И такое очень часто говорят. Я им советую лучше не собирать, а с благодарностью просто на земле отпустить ситуацию. Или либо они именно берут вот такое неудачу, какой-то негатив. Именно что с тебе, и как бы они защитники, все равно они воспринимают себе. А как-то самим перестать носить можно? Можно, такое тоже бывает. Я, например, по дате рождения, после той работы, которую я именно поступила, да, дизайнером, именно ведущим дизайнером вот, в магазине украшений, я перестала носить. Мне как-то отталкивало вот это, и я уже перестала. И я с благодарностью там закопала в земле. Да, кстати, вот говорят, что закапывать его нужно, да? Ага. Да, я как бы свое предназначение он уже исчерпал. Вот твой именной индивидуальный браслет, Как здорово. который будет служить, защищать тебя, будет тебе помощником, да, путеводителем. Так, ну что, надеюсь, что наши телезрители сегодня тоже узнали
чуть больше, да, Мгм. о браслетах, Мгм. да, какие-то полезные советы дала Галина, за что Галине огромное спасибо. Также спасибо за Мгм. замечательный Да, пусть Да, браслет ваш браслет. индивидуальный помогает, защищает, путеводителем будет. Спасибо Мгм. большое. Всего доброго. Спасибо, да, как приятная память о нашей встрече. Да. Я думаю, что мы с вами еще увидимся Мгм. и не раз на ваших мастер-классах. Да. Вам творческих успехов, конечно же, Мгм. и всегда-всегда вдохновения. Спасибо большое. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Оставайтесь на нашем телеканале.